Так, друзья, ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня, сейчас, одну секунду, подправлю свои камеры. Сегодня 16 ноября 2025 года, 18 часов 1 минута по Берлину, 20 часов 1 минута по городу Джохару. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Будьте аккуратны и осторожны. Раньше можно было смотреть без угрозы. Сейчас говорят, что даже за поиски они начали уже преследовать людей. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. Мне важно, чтобы вы получили достоверную, честную информацию. Именно для этого я здесь сижу. Но при всем при этом лучше пусть вы не будете знать информацию. Рано или поздно она до вас дойдет. Хотя большая это проблема, большая проблема, с которой столкнулся наш народ. Нас дезинформирует, над нами проводится мегаэксперимент. И всем на это все равно, что с нами происходит. Сегодняшний свой стрим я назвал «Террор ФСБ против чеченских женщин и девушек». Давайте об этом и многом другом поговорим. Пишите комментарии, задавайте вопросы. И давайте начнем, как говорится. Как известно, друзья, как уже ни для кого не секрет, чеченцы, в первую очередь, хоть и на русском языке, я думал сегодня провести на чеченском языке, когда я делаю обычно перерывы, я обычно провожу его на чеченском языке. Но так как вся ГБшная свора очень активна, и я вынужден говорить на русском языке, чтобы и наши друзья, и наши сторонники тоже поняли, о чем мы говорим, о чем у нас болит, так сказать, душа, сердце, о чем мы переживаем в этой ситуации, сложившейся ситуации. Дело в том, что началась массированная просто пропаганда о том, что чеченцы психопаты, что какие-то средневековые дикари, и постоянно нам пытаются в таком свете нас представить. Но мы привыкшие, нас уже и террористами, и кем только не называли. Кстати говоря, это хорошая, с одной стороны, это хорошая новость, что они нас пытаются представить какими-то фашистами, какими-то психопатами, дикарями. Хорошая новость заключается в том, что они перестают говорить о том, что мы исламские террористы. Дело в том, что у них нет этих исламских террористов. Сколько бы они ни делали, сколько бы они ни пытались, да, мы все чеченцы почти 100% мусульмане. Были и остаемся и будем ими. Но мы никогда не были никакими радикалами, исламистами и так далее. Но нас представили таковыми. Представили, и мы ничего не делали, чтобы, мало что делали, чтобы бороться с этим. Мало что делали. И в итоге мы оказались в ситуации, в которой огромное количество нашей молодежи здесь, в Европе, как пылесосом была высосана из европейских стран. Самая наша пассионарная, самая думающая часть молодежи была завлечена в Сирию. Дело в том, что им нужно было просто сделать кашу из этого
арабы боролись против, ну, сирийцы боролись против Башара Асада, против диктатора, которого поддерживала Россия и Иран. И таким вот образом нужно было представить борьбу вот этих демократических, антиасадовских сил, нужно было представить радикалами. Не только чеченцев, конечно, туда завлекли, много кого со всего мира они созывали. Но дело в том, что мы, многие, не понимали, и нам никто не объяснял, что вот с нами происходит, в каких клещах мы оказались, начиная от так называемых наших, заканчивая врагами, откровенными врагами, начиная там за действиями там всей вот этой Кавказ-центр, вот эта вся вот эта тема, она была так вот представлена. Нам и наша молодежь туда была просто завлечена. Когда начались события в Палестине, как мы видели, чеченцы не поехали. Хотя столько провокаций было. Не знаю, кто как следил. Я следил очень внимательно. Проводились митинги, про разные акции, куда приходили люди с ичкерийскими флагами, которые никогда ранее, сколько мы их зовем, сколько мы просим поддержать наш чеченский народ, эти люди не уходили. И тут они с ичкерийскими флагами, которого они боялись как огня, которого они называли какой кафирский, какой-то, ну как они там по-разному там называли его, демократический или демократический. Вот, ну, вот это все мы же прекрасно помним, как это было. И тут все так оживились, начали говорить о том, что там нужно там, помогать сектору Газа, Хамас, нужно воевать против евреев, Израиля там, и все остальное. Мы все это помним. И к этому заранее они шли, и об этом я сообщал, и писал об этом, и говорил у себя в стримах, что они идут к какой-то мощной провокации. Ну, она оказалась еще масштабнее, чем я предполагал. Но сам факт, признаки, симптомы, они были. И нам удалось тогда убедить, чеченцы поумнели. Спасибо вам большое, чеченцы, что мы поумнели, что у нас есть возможность общаться. Я считаю, что и мой вклад имеется в это. Но теперь же они начали переигрывать это все. Теперь мы уже исламисты, на нас этот ярлык остается. Мы же мусульмане, еще все носят бороды, как, чтобы, ну, для удобства было, чтобы нас так представлять, бреют усы. В Саудовской Аравии усы оставляют. А из Саудовской Аравии якобы идет этот ваххабизм, а здесь они усы сбривают. Это, ну, специально делается, стигматизация идет, разделение идет, и потом обозначение этих людей, чтобы потом их можно было преследовать. Прямо по внешнему виду, по одежде, по внешнему виду, чтобы можно было преследовать. Но сейчас нет таких возможностей у российских спецслужб, чтобы чеченцев уничтожать, массово уничтожать. Понимаете? Да, они могут найти какого-нибудь 15-летнего, 16-летнего пацана, 2-3 года, до 18, до 20 лет его вести, зомбировать и бросить куда-нибудь. Как они бросили Абдаллаха Анзорова во Франции против учителя, безоружного учителя, которого он убил. И, ну, многие такие вещи происходят, мы знаем. Но массово у них это не получается, и слава богу. Но они не оставляют своих попыток, потому что слишком много у них обученных вот этих мул, вот этих всех вот этих, как их там они называются, ну, все эти пропагандисты, не хочу выражаться, ну, и все вот это все в религиозной теме, они спецы, чеченцы. Мы это уже все прекрасно знаем. Каждая мечеть – это отдел ФСБ, где сидит агент ФСБ или офицер ФСБ. И вот ведется против нас такая работа. И сейчас они хотят нас, здесь живущих в Европе, представить врагами мусульман. Чтобы наш чеченский народ, который находится в оккупации, большая часть, мы находимся на нашей земле и в оккупации, чтобы этот наш народ оболванить, а они там, живущие в Чечне, слушают нас. Мы это знаем. По моему каналу я это знаю, по многим признакам мы знаем. И получают альтернативную, достоверную информацию, которую они не могут получить по российским средствам массовой информации, средствам массовой пропаганды.
И таким вот образом они будут продолжать эту работу по зомбированию нас, по представлению нас исламистами с одной стороны, с другой стороны представляя нас врагами мусульман, чтобы те, кто находится в Чечне, не доверяли нам, чтобы мы были продажными там представления, их представления, что там евреи нас купили, американцы купили, немцы купили, там еще кто-то купил, да, но в основном на евреев они бочку катят в основном. Хотя евреи именно такой же путь ведут, какой ведут чеченцы. Их также уничтожают, также репрессируют, также всю их историю уничтожают только лишь за то, что у них отличная вера, отличная язык и культура своя. Только лишь за это, больше ничего нет. Просто люди выживают, да, способны, да, так адаптировались. И их за это уничтожают, отбирают, раскулачивают. Это же много раз в истории было. И сейчас, когда у евреев получилась возможность, что их просто так сейчас уже не побьешь, да, окрепли, все равно продолжается. И мы видим, насколько глубинно они вот этот антисемитизм навязывают всему миру. Всему миру. И нас представляют, что вот нас кто-то там купил и так далее, и так далее. Что абсолютно не соответствует действительности. Нас купить даже у евреев не хватит денег. В этом мире не хватит таких денег, чтобы нас купить. Но вот такая вот ситуация, да, и это будет продолжаться. Но сейчас основная другая тема. Дальше продолжение, разложение, уничтожение нашего народа идет, на мой взгляд. И это касается вот женщин. Когда произошло убийство в 2017 году, массовое убийство чеченской молодежи в Чеченской республике Ичкерия российскими оккупантами, и один из свидетелей этих преступлений, Сулейман Гизмахмаев, выехал сюда, в Европу, в Германию, ко мне. Он попал первый, мы с ним начали это писать. И он рассказал об этих убийствах, казнях. Их, кстати говоря, как вы уже неоднократно от меня слышали, убивали для того, чтобы под с их паспортами отправлять в Сирию своих офицеров военных ГРУ, чтобы они представляли чеченцев исламистами. В 2017 году было около 100 человек убито. Представьте себе. Более даже 100 человек. Их тела уничтожались, и целая рота. И вот они все уехали по Сириям, по Европам, по еще каким-то местам. И там продолжают по арабским там странам. И продолжают от имени чеченцев, ИГИЛа, там всего остального вести вот свою эту деятельность. Сейчас же, и тогда, когда все это произошло, начали об этом говорить, это получило резонанс, об этом начали говорить, писать, там ОБСЕ там запустила так называемый московский механизм, там, ну и много чего другого. И тогда новая газета Елена Милашина, обратите внимание, чеченцы, чеченки, все, кто заботится, начинает говорить о чеченском народе, вот журналисты, вот публичные вот эти все разные, правозащитнички разные, будьте очень осторожны к ним, не доверяйте им. Это очень-очень коварные и подлые враги для нашего народа. Когда вот эти убийства, более 100 человек было убито, об этом начали обсуждать и говорить, тогда новая газета начала писать, что это убийство ЛГБТ, представителей ЛГБТ. Ни одного ЛГБТшника тогда убито не было. Да, были информации, и то может быть, опять же, выдуманное ими самими, но была информация о том, что их кого-то задерживали, одного или двоих человек и избивали. Представили, как будто убито. Новая газета про 27 человек убитых написала, а по моим данным, более 100 человек было тогда убито. И таким вот образом они забивали информационный фон за просто наглой ложью. Понимаете, что нет никаких простых чеченцев, которые не хотят жить под оккупацией фашистской России, под Россией Елены Милашиной. Не хотят чеченцы жить, понимаете? Нет, мы не будем жить, мы не согласны. Мы умереть готовы, мы умираем каждый день. Но мы не согласны жить и никогда не согласимся. Но вот нам представляют, что вот, смотрите, убивают этих не видно. Видно вот ЛГБТшников, которых побили, но
Новая газета написала, что только из-за них была принята вот эта ОБСЕ, там вся эта система. Хотя на самом деле было принято, и ЛГБТ тоже там указывалось, много групп, все группы, в том числе обвиняемые в терроризме, в радикализме и все остальные, все группы там были учтены. Я знаю, что есть люди, которые реально хотят нам помочь. Я знаю таких людей. Правозащитники там разные есть. И если я говорю про российских правозащитников, конечно же, я не имею всех 100%. Но подавляющее большинство работает на русню, с русней. За руснявые деньги. Это их страна, это их спецслужбы. Они боятся их, они их любят, они их боготворят. И сейчас они усиленно спасают наших женщин. Ну, например, так они спасли Айшат Баймурадову, которая летом 2025 года из-за, как утверждают средства массовой информации, из-за семейных конфликтов, из-за того, что муж ее избивал, уехала в Армению, ей помогли. И такое происходит, да, говорить, что чеченское общество, нет этого насилия в семье, это было бы ложью, это обман был бы. Оно есть во всех семьях, во всех странах. Например, недавно, после уже убийства Айшат Баймурадовой, в Армении на 168%, она в Ереване была убита, 168% выросло насилие в семье. Понимаете? Это есть везде. И у армян есть, и у чеченцев, и у немцев это есть. Оно есть у всех. И с этим нужно бороться, с этим нужно заниматься. Но многие конфликты можно решить словами. Можно договориться, можно объяснить. Но нет, нужно вывозить этих девушек быстрее. Да, некоторых нужно вывозить и реально спасать. Да, я это не отрицаю. Но при любом конфликте, при любой ссоре вывозить девушку, спасать ее, якобы спасать ее, а потом ее убитой находят в Армении. 19 октября 2025 года в центре Еревана обнаружили тело Айшат Баймурадовой, которая несколько месяцев назад сбежала от своего мужа из Чечни. У нее не было, по-моему, мамы. Ну, обычная такая ситуация, когда нет, если мамы или папы какие-то проходят какие-то вещи, братья могут там бизнес не поделить, дом не поделить, ну, бытовые, сплошь и рядом такие вещи происходят. Бывает такое. Не то, чтобы сплошь и рядом, но бывает. И только нашли бездыханное тело Айшат Баймурадовой, сразу же, просто как по команде, я в прошлом стриме вам рассказывал об этом, начали нам рассказывать о том, что это убийство чести. Еще армянская полиция не заявила о том, что это какой-то мотив, или даже не заявлено было о причинах смерти. Удушение, это естественная смерть, там, отравление, всякое могло быть. Еще не произошло вскрытие, еще все не доказано, уже на весь мир все знают, это медиа, как они, эти названия сейчас, инсайдер сейчас подключился, инсайдер лайв, такая есть известная Марфа Смирнова. Марфа Смирнова раньше у нас тут работала на Ост-Вест, такой канал у нас был Ост-Вест. Здесь в Германии его прикрыли, слава богу, или я его давно не видел просто. И вот на этом чеченофобском, то есть российском канале Ост-Вест, вот эта Марфа Смирнова нам рассказывала о том, что приглашались туда разные эксперты, такой Дмитрий Вечедин был, Вачедин был такой. Ну, просто эксперт по чеченцам, который не знает ни одного слова по-чеченски, но он ездит там в Россию, к ФСБ, и возвращается, в Чечню оккупированную ездит, возвращается. И, короче, вот он у них эксперт был. Короче, потом там еще был Кристиан Осхольд, по-моему, тоже немец, который тоже очень-очень себя дискредитировал. Ну и, конечно же, мы помогли эту информацию озвучить, и больше этих людей мы сейчас уже не видим. Доверие вот этому Кристиану Осхольду, который туда ездил, немцу, он как эксперт выступал, тоже ноль, все, больше это уже не эксперт, слава богу. Ну вот,
Вот эта Марфа Смирнова на канале Ост-Вест, и не только она, ну вот почему-то как-то они очень чеченской темой очень интересуются. Очень интересуются. И как-то они, не сама непосредственно, не помню, кто из них был, но у меня, кстати, есть все ссылки, все у меня как бы имеется в виду. Вот их пропаганда. Сейчас я постараюсь посмотреть. Да, канал работает, я так полагаю. А это была другая мадам на этом канале. Тоже про ЛГБТ-сообщество они постоянно нам рассказывали. Вот как раз про ОБСЕ, московский механизм, вот этот Ост-Вест все это подхватывал. И вот они все вот это... Ну, короче говоря, тогда они еще рассказывали, кроме вот того случая, который я вам рассказал, что вот убили около 100 человек, а они нам тогда рассказывали, это как раз было в 2018 году, эта тема уже набрала обороты, начали об этом говорить, они нам рассказывали о том, что как раз что это преследование геев было. То есть убитых 100 человек не видно. Можете себе представить, насколько вопиюще убитых 100 молодых чеченцев не видно, не слышно нигде. Обсуждаются какие-то побитые геи, которых представляют, как будто их убивают. Вот все говорят убийство, убийство, а эти нам рассказывают про каких-то там ЛГБТ там, и так далее. В итоге они уже договорились до того, что они начали прямо нам рассказывать о том, что здесь был один подозреваемый в терроризме чувак, которого задержали, и вот этот Ост-Вест начал говорить, что это уроженец Чечни. Как выяснилось, уроженец Чечни уродился в Башкортостане, в Уфе. Рожден он был в Башкортостане, в Уфе. Ну, чеченец может быть и в Уфе родиться, неважно. Но, как оказалось, это был вообще и не чеченец вообще. И вот таких много-много было. Просто заткнули. Я уже не слежу за этим каналом. И, в принципе, мы его заткнули. Но вот эти Марфы и разные вот из этого канала опять разбросаны. И вот сейчас Марфа вылезла и нам рассказывает уже на Insider Live, берет интервью у Давида Истеева, который возглавляет директор кризисной группы СК СОС. Не знаю, что такое СК, может иметь в виду Следственный комитет. И вот она здесь рассказывает и тоже делится вот этими чеченскими проблемами, что женщин чеченок убивают, их преследуют и так далее, и так далее, и так далее. И все это из-за одного случая, хотя за период, пока вот убили Айшат Баймурадову, уже десятки случаев на самой России произошло. Самые вопиющие, получившие публичное такое освещение, это случай, где, по-моему, в Кемеровской области муж за то, что суп не приготовила жена, убил ее, расчленил ее и там снимал с нее скальп, что ли, там что-то, короче, зверствовал. Таких случаев очень много. На России насилуют детей, насилуют родителей своих, детей насилуют, убивают своих жен. И это все не получает от 140-миллионной России, ну, как они говорят, 140, так я полагаю, 90-миллионной России, говорят только лишь вот ситуации, которая связана в Ичкерии. Западу это интересно. Понимаете? Это, знаете, как бандиты, которые там перед коммерсантом пытаются какую-то работу провести, показать какую-то деятельность, борьба с другими там конкурентами, там еще чего-то. Вот точно так же они, вот что Западу нужно, Запад делится же информацией. Вот мы хотим знать о правах человека в Чечне, например, говорит Запад. Ну так, как принято у них так. Плевать Западу, что там с чеченцами происходит, мы это уже увидели. Если они русским доверяют заниматься правами человека. Когда занимались американцы, европейцы, западники, их убивали, это правда. И их убивали российские спецслужбы. Убийство Красного Креста и много-много там, убийства новозеландца и англичан. Ну, много было этих случаев. И, видимо, эти отошли в сторону и отдали русским. Ну, и русские делают свою работу. Как русские любят нас, я знаю. И мне это уже никто не докажет, и никто меня не переубедит в этом. Потому что всю свою сознательную жизнь я прожил и видел их отношения.
Опять же, не о всех 100% идет речь, по большей части. А те, кто связан с российскими спецслужбами, а эти так называемые правозащитнички чаще всего на контакте, там общаются и так далее, то они люто нас ненавидят. Люто. Я это ответственно заявляю. Конечно, есть исключения. Это тоже факт. И вот сейчас произошло убийство в октябре, произошло убийство Баймуратовой Айшат. И вот эту ситуацию вот так раскрутили. Я об этом написал, и, по всей видимости, пошла какая-то работа, какая-то движуха началась вокруг этого. Армяне начали говорить, что у них тоже есть насилие в семье. Прямо сказать, 168% армяне заявили, что у них, сами армяне об этом заявляют, что у них выросла вот эта репрессии в отношении на 168% увеличилось количество случаев всплеск домашнего насилия, следует из статистики Генпрокуратуры страны. А число убийств, связанных с домашним насилием, увеличилось с 3 в 2023 году до 13 в 2024 году. Это самый высокий показатель с 2018 года, когда в Армении вступил в силу закон о домашнем насилии. Я хочу сказать, что вначале это, вам может показаться все, что я говорю, немножко как бы недосягаемо, как будто непонятно, может быть, особенно для впервые смотрящего. Но вот произошло убийство во Франции, в Ницце, Ларисы Арсенукаевой. Ее семидетной, многодетной матери, мать 7 детей, была убита своим бывшим мужем. И, бытовое преступление, да, трагедия, большая трагедия. На глазах дочери убил свою жену, мать убил этих детей. Преступление, страшное преступление. Но вот вроде следствие должно заняться, должны привлечь к ответственности. Ну и как обычно в этих случаях происходит. Но нет, начали об этом трубить. И уже чеченоговорящие начали трубить об этом. Я не утверждаю, что ее убили специально, чтобы об этом сказать. Но у меня вызывает очень такие обоснованные подозрения того, что человек, который ее убил, наблюдался у психолога, был психически неуравновешен, а именно таких ФСБ Россия использует для своих целей. И после, сейчас волна идет, еще вы увидите, сейчас еще одна девушка, вроде бы она выехала, потом вернулась в Чечню, и там она погибла, говорят. Она там связана с кадыровцами, там родственника какого-то кадыровца, там и так далее, говорят. Неизвестно, что случилось, умерла она или не умерла, может, умерла уже известно, похороны там, говорят, были. Но сам факт, от чего умерла, как умерла, может, самоубийство у нее было, может, еще что-то было. Не знаю, конечно, это нужно разбирать, нужно обязательно разбирать и привлекать к ответственности, если это было убийство. Но по какой-то странному стечению обстоятельств, вот именно в это время начинают происходить эти события. И все КГБшники, от Марфы, да, которая, может, сама не КГБшница, но работает на этот же нарратив КГБшный. Другие здесь, в Европе, уже чеченоговорящие, которые вылезли, которые никогда нету, когда убивают чеченцев, нигде они не обсуждают убийство, массовое убийство чеченцев. Вот сколько я об этом говорю, о том, что говорил Сулейман Гизмахмаев об убийстве массово людей в 2017 году. Вот эти люди не повылазили, не начали говорить о том, что вот смотрите, убивают. Потому что это их система убивает. А когда нужно вылезти, вот сейчас они повылазили. Провели какой-то митинг. Все мне звонят, пишут, спрашивают, а что это было, о чем они говорят? Можешь объяснить, что происходит? А происходит следующее. Идет работа. Понимаете, уже идет большая работа. Понимаете? Для того, чтобы очернить чеченцев. Были радикалы-исламисты, теперь психопаты, средневековые дикари там, и так далее, и так далее. Вот так нас хотят представить.
Это все делается только лишь с одной целью – дискредитация чеченского народа. Нас дискредитировать, чтобы мы не были рукопожатными, чтобы с нами не общались, чтобы нас не уважали, чтобы мы были никем. И за нас говорили наши убийцы. То есть россияне, российские пропагандисты, российские журналисты, российские бандиты, террористы, ФСБшники. Вот для чего это делается. Идет большая работа вокруг меня. Дело в том, что все мои родственники настроены против уже меня, ими. Не все, конечно, но кого я, по крайней мере, знаю, все просто настроены. Самых близких, которые запуганы, кого-то купили, кого-то запугали, кого-то обманули. Ведется какая-то большая такая сложная работа. И эта работа, она будет продолжаться. И она, я полагаю, началась не с меня. Я пообщался с многими. Кстати, я со всеми перестал общаться. ФСБ, все остальные. Я вам передаю привет. Я ни с кем не... У меня нету, никого больше нету. Понимаете? Можете их себе оставить. Я вас всем здешних, которых подарил, всех я вам дарю. Понимаете? У меня никого нету. Мне никто не нужен. Понимаете? И в любом случае, ничего вы этим не добьетесь. Кроме того, что я знаю, что вы абсолютно аморальные твари. Вот что я узнал о вас. Абсолютно. Не просто вы просто аморальны, вы просто самое дно человечества. Хотя для вас это комплимент. Надеюсь, вы ответите за это по закону. И вот ситуация следующая развивается. Происходят за эти события. И нас хотят сейчас представить нерукопожатными. И говорят, твердят, провели митинг в Франции. Но нескольких из них я идентифицирую как агентов российских спецслужб. Ну, это с закрытыми глазами. Вы сами при объективном анализе поймете, что там агентура собралась. Там стоят женщины, которые изображают из себя чеченок, но не говорят по-чеченски. Они внешне не похожи на чеченок. Там дагестанки, там другие, кто под видом чеченцев сдавался, тут разные всякие. Ну и вообще, если вы говорите о своих внутренних, семейных делах, своих чеченских, то почему вы говорите на русском языке? Ну, хорошо, во Франции, чтобы услышали французские власти, вы говорили бы, понятно, для французов. Зачем говорить на русском языке там? Собрались для чего? Что, какая ситуация там? Единственное то, что там полезное обсудили, там, что с детьми будет. Дети уйдут к родственникам мужа, отца. И для этого митинг проводить не нужно было. Дайте муле, какой-то там мула, закаевский или российские, по-другому их там нету, других там нет. Мул ни здесь, ни там. Дайте ему больше полномочий. Ты должен брать на контроль, ты должен это. Вот что все было. Ни одна женщина из присутствующих не подвергалась домашнему насилию. По крайней мере, они об этом не заявляли. Вроде бы должны были собраться и сказать, да, нас убивают, наши мужья нас бьют там и так далее. Вообще об этом слова нет. Есть речь о том, что вот он какой подонок, мерзавец, убийца. Притащили какого-то родственника убитой, который объявил кровную месть, то есть еще раз дикарями выставили. То есть он прямо заявляет, прямо пойдем убьем его, как только он выйдет. Но если он отсидел срок, уже если его французские власти наказали, то, наверное, тогда не убивают уже. В этом случае у нас прощали, но речь не о нем. Речь не об этом, просто сам факт, как это все было представлено. Никаких ущемлений прав женщин не обсуждается. Что женщин чеченцы избивают, бьют, убивают, не обсуждается. Этого нет, этого массово, этого нет. Да? Отдельные случаи бывают, муж наркоман бывает, алкаш бывает, всякое бывает. Собрались, обсудили, вывели вот этого какого-то родственника погибшей, который для чего-то на камеру во Франции заявляет это. Где вы это слышали вообще? Когда вы это слышали?
Это делается для того, чтобы просто сказать. Просто сказать. Кто-то сказал, надо сказать, объяви кровную месть. Уверен, что ему кто-то это нашептал и послал его туда. Для кого, для чего-то же он туда пришел. Все, фактически вот это сборище получилось о том, что нужно дать мулле российскому больше полномочий, дать детей отдать убийце, родственникам убийцы, и заявить о том, что будем мстить, короче. Вот и все. Вот и весь сыр-бор. Вот эти детали, важные детали, которые они тут на Западе пытаются представить какой-то работой, деятельностью, это очень большое значение имеет. Эти детали мы должны обращать внимание и очень аккуратными с ними быть. Сейчас еще одно произошло. Сейчас сидит эта Марфа, рассказывает о том, что убийство чести, девушки просят их спасти каждый день. Кто санкционирует убийство чести в Чечне и за рубежом? Марфа, дорогая, пожалуйста, подумай о своих женщинах. Ты лично, я знаю, нас ненавидишь лютой ненавистью. Понимаешь? Лично с тобой знаком, лично тебя видел на суде по убийству Хангашвили. И знаю, как всю твою эту вашу пропагандистскую, фашистскую риторику. Заботьтесь о себе. Оставьте нам наших женщин. Мы сами организуемся. Хочет Запад финансировать, помогать, защищать права женщин? Пожалуйста, выходите на связь. Мы здесь открыты. У нас большая группа. Да, мы не можем сейчас распространяться кто что, но мы можем и женщин привлечь. Давайте, собирайте деньги, давайте нам фонды разные деньги, мы сами будем все делать. Так вы нам не даете, вы даете там, кто вам правильно принесет бумаги, подготовит бумаги, у него там какая-то сеть, там еще что-то. Так вот, западным донорам, инвесторам, вот в эти все, вот эти НПО, хотел бы сказать, если для вас хоть что-то значит человеческая жизнь, жизнь чеченской женщины, чеченской девушки, перестаньте финансировать вот этих фашистов из России, которые люто нас ненавидят. Перестаньте их финансировать. Вы становитесь соучастниками убийства, причем вы уже давно эту работу ведете. Я имею в виду не только вот в этом случае, а вообще вы очень часто, очень некрасивом свете выставляете себя перед чеченским народом, а потом удивляетесь, а почему это чеченцы не так от нас сторонятся? Да вот из-за этого всего и сторонятся. Еще раз, если у вас есть хоть малейшее уважение к человеческой жизни, перестаньте финансировать по чеченским темам русских. Кого угодно финансируйте, любого финансируйте, только не русских, понимаете, не россиян. Это для нас угроза, нас уничтожают. Понимаете? Вот эти вещи мы должны знать, чеченцы. Ведется мощная работа. Я призываю всех чеченок, пожалуйста, не обращайтесь к русскоязычным психологам, этим муллам всяким разным. Эти муфти, муллы, какие-то непонятные здесь, вот это все, они под этим видом. Если нужно сделать брак по исламской традиции, вы можете прийти в любую мечеть, турецкие, албанские, полно мул всяких разных, прийти и сделать брак. Если ты умер, опять же, турецкие, албанские, полно разных организаций, которые ваши, как положено, вас искупают, обвернут саван, обвернут саван и отправят, куда вы скажете, на вас на захоронение. Вот в этих двух случаях можно воспользоваться вот этими случаями, вот этими муллами, если религиозно соблюдать. Все остальное, эти муллы нам не нужны здесь. Понимаете, российские муллы, работающие на русню, стучащие русне, проводящие их пропаганду, они нам здесь не нужны. Понимаете? Переводчики, консультанты русскоязычные. Очень много переводчиков бывает русских и армян. И все они работают на российское посольство. Ну, почти все. Все мы не будем утверждать.
Практически все работают. Их приглашают в посольство, и им там устраивают какие-то в русских домах там вечеринки, там какие-то там, и так далее, вербуют, там дают задания, денег дают и все остальное. Сейчас есть чат GPT, сейчас полно возможностей, даже как бы вам трудно не было, постарайтесь, это бывает сложно, когда вы приходите куда-нибудь там в миграционную службу, там уже сидит вызванный миграционная служба или полиция, переводчик, и вы не можете отказаться. Не можете отказаться. У меня у самого так было неоднократно. Просто ты не можешь воспользоваться другим переводчиком, потому что вот так надо. Но я не верю им. И вы не верьте, чеченки. Не верьте ни одному их слову. Вот этим переводчикам, консультантам, муллам, психологам. Сейчас появилась новая тема. Она уже несколько уже лет идет, она не совсем такая уж и новая, но сейчас идет обучение. Обучение психологии. А на самом деле это вам нисколько не помогать не будет. Вот много психологов развелось в ТикТоке, в Инстаграм, везде сидят. Чушь просто послушаешь, думаешь, какой идиот их будет слушать. Находятся, и на них находятся свои потребители этой информации. Так вот, сейчас они начали дагестанок, чеченоговорящих, начали их заставлять проходить курсы психологии и гипноза. Это правда, у меня есть достоверная информация. И появляются разные психологи. А если у тебя дома проблема, тебя побили, тебя там детей забрали, ну мало ли что бывает, муж наркоман, еще что-то. В этот момент, когда женщина взвинчена, она не знает языка местного, она не знает, куда обращаться. Появляются родственнические, там, знакомые, родственнички, которые подсказывают, вот психолог, иди к ней. И они эту женщину превращают в орудие. Они ее не просто используют для своих целей, они ее могут использовать для того, чтобы она совершила какой-нибудь теракт даже. Понимаете? Вот такая работа над нами ведется. Понимаете? Вот такая над нами работа ведется. Поэтому я вас прошу, чеченки, мы должны на самом деле, нохче, я по-чеченски скажу, нохче, зудари, шугасан дуиналдолш, шугасан верностилш, всей своей жизнью аж гойчел, из поколения в поколение. Изгбершса кариру, хинземна, тентешни, шудец ари, войночи камдецер, нейн мот, иран олш дец. Не, вой женский род, вой ларина. И вой дальше шун надеждю. Да, духа беш цакит, духа беш шин личный выгод лохщу. Да, беш нах шабеш губаца, шабеш дик зудри бацвой. Но духа беш дуинал дошку. Цундела от згаск связь йоч бол зудриши. Гоушахкет аж цаич. Да, сун халер только чтобы знать, что и наха раск связаны будут информация. Щук халушил от пострадавших зударша, нануаша, ижерша, цера из-за раск такого читарять, раск использовать будет арбацель. Цундела шук зудри аж хитца хуман тидамца бой, арген тадуечун душун. Амбеш бушун психолог, бушун ами нашун психолог. Цана нохчи мот бючел, я раски мот бючел, психологец, камилш, мадахараш куза. Мелшен халдалаху адала мадахараш. Еще амин сум 100% еще свега информации. Гипнози, психологии, обучать еще, он нушать да, кечбеш, амеш, зудри бушун кхайр куза. Или что? Зудри бу. Отсюда из войн ха диз, отсюда войч о лердал диз. Hins dagait ettu batsa und elch telefon şu ayusses. Da informacija. Рекламе куза Германия юич. Берлин, Мюнхен, Гамбург. Гипноз, психология, обучение. Только для русскоязычных бож. Или что? Рекламе чуеч. То есть, ахча лучше YouTube чуа. Реклама свега йолщу скачать, чайга йолщу. Цау институт, название Гуюгайшун,
британский институт психологии. İşte название yok точно. Британский, английский, Великобритания, проверить есть. Ценна метаят, и институт есть британский. И сектор дешануя цыгарте представителю та информации есть. Украинский фамилии yok шухе. Декция осун фамилия. Der ist ja gut, der Schätz, гипнозин, Schätz, улилется уж. Видите что? Они открыто, куз Мюнхеня, уж не то, что он зучу. Хейря зуд психически неуравновешенный. Куз Гамбурга, уж не то, что он ищ зучу, психически неуравновешенный. Духа случая шольшукаш. И вот именно Мюнхеня, Гамбурге, Берлине, а между цели, психологии, гипнозе. Понимаете, что происходит? И над нами работают, и вы должны быть к этому готовы ночи. Они хотят нас отсюда, сейчас большая каша здесь в Европе будет. Будут здесь вычищать всю вот эту российскую агентуру, всю вот эту исламистскую агентуру, всю вот эту банды, все вот это будет отсюда криминал, все будет выкидываться отсюда. Очень жестко скоро будет. Очень жестко будет. И в этот момент нас максимально хотят тоже подвергнуть это, что мы либо исламисты, либо мы представляемся психопатами, дикарями средневековыми, которые там ужасы творят разные. Понимаете? И они нас хотят вот таким вот образом максимально отсюда выдворить, чтобы мы не заслуживали никакого уважения. Как только мы отсюда, из этой юрисдикции защиты, которую нам предоставляет Европейский Союз, страны Европейского Союза, нас отсюда выкидывают, автоматически мы попадаем в досягаемость фашистской России. Понимаете? Вот что им нужно. Все, кто здесь останется, они нас заклеймят агентами Израиля, врагами мусульман, там, всеми остальными там, и так далее. Заклеймят, они уже готовятся к этому. Что мы атеисты воинственные, ЛГБТ здесь все они нам будут это все навязывать. Вы это скоро увидите. И в этот момент они хотят наш чеченский народ превратить в новый сектор Газа, чтобы там американцы появились, Армении, англичане появились, Армения, Грузия, Азербайджан. И мы, Северный Кавказ, как исламисты против цивилизованного, демократического Южного Кавказа, будем теракты проводить, там еще что-то делать. Для этого нас нужно здесь, в Европе, дискредитировать. Задача на самом деле непосильная. Амбиции, конечно, очень мощные они поставили перед собой. Цели у них мощные. Непосильные. И у них ничего не получится. Но что-то у них получается. И мы не вечные, я не смогу вечно это все анализировать, там, представлять, все рассказывать. И надеюсь, вы уже думаете. Главное, что я добился от вас, чеченцы, что вы начали думать в этом направлении. Вот что мне нужно было, чтобы вы поняли. А все остальное, я знаю, вы лучше меня сделаете. Чеченец это не россиянин, которого нужно одевать хомут и тащить его. Давай, иди бить плеткой. Чеченцу нужно сказать направление самое лучшее для него. И он это сделает лучше любого. Он пойдет и сделает лучше и для себя, и для семьи, и для своего народа. И вот я всегда придерживался этой стратегии, тактики, никого не возглавлять, не управлять. У меня в жизни мысли не было. У меня была мысль, чтобы вам объяснить, донести до вас эту информацию, чтобы вы поняли, что происходит. И вы поняли, и это по войне в Израиле, в секторе Газа, то, что было, вы это поняли. Это был очень характерный показатель. Чеченцы не пошли никуда. И сейчас я вижу, что многие понимают, многие осознали, просто молчат. И наши враги знают, что вы все поняли и молчите. Это для них самое страшное. И они нас дискредитируют. Поэтому, чеченцы, пожалуйста, женщины, все женщины, всем скажите, никаких этих мул русскоязычных, чеченоговорящих, психологов,
ну, переводчик иногда вынужденно бывает, да, постарайтесь не пользоваться. Лучше возьмите какого-нибудь своего родственника, знакомого и так далее. Вот в этом смысле нам нужно быть сейчас вооруженными. Вооружен, предупрежден, вооружен. Вот вы должны быть предупреждены и вооружены. Я пытаюсь вас вооружить. Кигударса. Так, Кигударса. Я задал вопросы после убийства Айшат. Спасибо, друзья, всем за подарки, которые вы мне даете. Спасибо большое всем. После убийства Айшат Баймурадовой начали там разные правозащитнички, условно, да, там, я опять же говорю, что там, может, настоящие правозащитники тоже есть, я это не отрицаю. Но в основном это аферисты, мошенники и просто охотники за деньгами. Бесплатно, как я, 10 лет они здесь не занимались бы тем, чем я занимаюсь. Это точно. И они начали у себя в Facebook писать, что вот там убийство, там, короче, МВД Армении ничего не говорит, они уже все знают, все у них решено, там, и так далее, и так далее. И я им написал вопросы избирательными правозащитниками, да, избирательными было правильно, правозащитники. Потому что они не всех защищают, а кого им нужно защищать. Так это же не правозащита, это уже какая-то спецоперация. И написал много разных вопросов. Распространил везде, на своих всех социальных сетях. У них там Facebook зашел, к ним писал комментарии. Никто мне не ответил. Просто не удосужили чеченского правозащитника своим ответом. Это о многом говорит, друзья. Это говорит о том, что им плевать, что с нами происходит. У них задача. Их задача представить Западу, показать, что они работают, а реально какая-то работа ведется. Кто-то там выезжает, приезжает, уезжает. Тот же Сулейман Гезмахмаев, которому помогли, тоже очень много помогли ему. Это тоже я не отрицаю. И это мы не можем отрицать. Но в итоге нас игнорируют. Русские правозащитники нас игнорируют. Ну окей, хорошо. Но это не значит, что мы, чеченцы, должны позволять всем тем чеченкам, которые дома находятся, или какие-нибудь там мужчины, парни, которых там преследуют по разным причинам. Пожалуйста, не доверяйте этим русским правозащитникам. По крайней мере, не доверяйте всем подряд. Если кто-то уже ушел туда, он гарантирует вам, потому что убийство Айшат Баймуратовой без помощи кого-то в Армении было практически невозможно. Понимаете? И чаще всего бывает, что в правозащитной организации есть просто крот, который постукивает, а иногда не один. Понимаете? Поэтому не доверяйте никому. Никому не доверяйте. Понимаете? Просто никому не доверяйте. Выехали вы. Да, у вас преследуют, у вас большие проблемы. Вы выехали. Постарайтесь до конца не выезжать, если угрозы жизни нет. Попробуйте договориться, как-то решить семейные проблемы. Но если нет выбора, нужно уезжать. Когда выезжаете, все, оставляйте этих правозащитников. Пропадайте, исчезайте, идите, вы приезжайте в другую страну, получайте там, я не знаю, работу, учитесь и уходите от них. Не доверяйте русским правозащитникам. Нету там правозащиты, подавляющей в 99,5% нету там никакой правозащиты. Вот такая вот ситуация. Друзья, я прочитаю ваш комментарий. Спасибо за поддержку. Так, Баркал за информацию, пожалуйста, Лайманес, пожалуйста. Так, давайте почитаю ваши комментарии. Я смотрю, здесь вся троллятина. Я, знаете, я останавливаю стримы, и я надеюсь, и смотрю YouTube, и думаю, ну вот появится сейчас какой-нибудь чеченец, чеченка, которые будут вот, вести в работу, которую я веду. Может быть, появится тишина.
Я каждый раз жду, что вот кто-то из вас появится, молодежь, кто говорит на английском, немецком, французском языках, не связаны никак с этой фашистской русней. Активизируйтесь, просыпайтесь, уже идет политическая борьба. Борьба за то, что какой будет Ичкерия. Понимаете? Большая работа ведется. Они даже еще нас убивать не начали. Вот в этой серии. Да, убивали они нас всегда в этой серии. Но это будет, как только они поймут, что народ их не поддержит. А народ не поддерживает. Понимаете? Они это знают. У них нет у Закаева, там, у других вот этой всей агентуры, которая вокруг собралась. Они все, либо кто-то хочет подзаработать. Я уже не верю, что там остались там, ну, полные там, наивные какие-то товарищи. Я не верю. Каждый хочет подзаработать. Они оказались далеки от дома, по какой-то причине они поверили в эту Ичкерию, приехали сюда, а Кадыров стал миллиардером, все у них там хорошо, а у них тут все плохо, они старенькие, амбиции, хочется денег, хочется на Россию, хочется вернуться Ичкерию уже деоккупирован или российскую Чечению, да, и там уже опять, вот смотрите, у меня деньги есть, у меня это есть. Деньги не показатель вообще-то. Ну вот такая вот работа ведется. И они не рассчитывают, что Закаев победит. Закаев никогда к власти не придет в Чечении. Никогда ни при каких обстоятельствах. Ни пророссийской, ни при ичкерийской. В этом цели вообще нет. Там может Даудов станет, там может Алаудинов станет, может русский станет. Или какого-то генерала-губернатора там пришлют своего гауляйтера. Задача Закаева и таких, как он, собирать людей, которых можно собрать и перед Западом, демонстрировать это, чтобы мы здесь не собрались в единый кулак, чтобы проблемы с семейным насилием, они были у нас на 10-м плане, потому что мы разделены. Понимаете? Вот их задача. Сам факт то, что вот они сейчас вот эту всю деятельность развернули, абсолютно ложную, абсолютно преступную против чеченского народа, она нисколько не приведет Закаеву к какой-то власти. Он бабки и так зарабатывает. Он в Лондоне хорошо себя чувствует, там еще у него бизнесы там есть. В Украине там строятся, там нормально все у них. Но сам факт, они не собираются в Чечню возвращаться. Сам факт, нам здесь они не дают организоваться, чтобы нас представить единым фронтом. Когда мы будем единым фронтом, ичкерийцы, тогда у нас будет время или возможности заниматься домашним насилием, другими какими-то вещами в нашем обществе, в нашей диаспоре. Но нам на это не дают возможность. Посмотрите все эти тикток-каналы. Это все гибня. 90%, 95% гибня там сидит. Они сами получают деньги за это. И, да, он не говорит, что там служу Советскому Союзу. Он говорит, да, делай работу, вот тебе деньги, вот ты заработаешь. Все, они бабки зарабатывают. Это аморальные, продажные люди, которые заполонили наш интернет. И пока вы все чеченцы, которые смотрят, понимают, о чем я говорю, пока вы не активизируетесь, как бы это ни было тяжело, как бы это ни было трудно, ничего не изменится. Вот так мы будем в подвешенном состоянии висеть. Я понимаю, вы не верите. Это абсолютно законно, да? Абсолютно вы на это имеете право. И это правильно, что вы не верите. Не верьте никому и никогда. Но мы должны все-таки понимать, что процесс идет. Мы сами, если себе не поможем, никто нам не поможет. Понимаете? Никто нам не поможет. Вот такие вот, друзья, дела. Так, что у нас по комментариям? Так. В Украине нет никаких бойцов Ичкерии, они бойцы Украины. Ну, граждане Ичкерии там есть, да, это добровольцы, и не все ходят в вооруженные силы Украины, как я
понимаю. Может, кто-то и ходит, не знаю. Так. В каком году вы уехали? Так, есть у нас тут еще вопросы. Короче говоря, друзья, давайте завтра еще мы поговорим а, на эту тему. Так, так. Так, ясно, да. Так. Вот, смотрите, есть здесь один чувак, Джахар Дудаев у него ник. Он на каждое видео заходит, ну, там, провокационные комментарии пишет. И никогда не отвечает, когда ему отвечаю. Когда ему отвечаю на что-то, он не отвечает, короче. Ну, что можно сказать? Бан, можно сказать, навечно даёт. Алейкум Рояль, все остальные. Так. Они убили 120 тысяч женщин у нас. Да, Султан, совершенно верно. 42 тысячи детей они убили, около 42 тысяч. И где-то вот больше 120, может быть, тысяч наших женщин. Да, совершенно верно. И они это продолжают делать. Они это продолжают делать, к большому сожалению. И сейчас вот то, что вот они вот эту программу запустили, это не просто так, друзья. Поэтому я должен был вас предупредить, я об этом писал. Не все любят читать из нас, поэтому я решил и публично об этом заявить. Ну, имеется в виду в видеоформате. Понимаете, дядь? Ну, я смотрю, здесь троллятина одна пишет. Ну ладно, друзья, на этом я свой стрим закончу. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Завтра я постараюсь выйти в это же время, как обычно, в стрим в понедельник. Тоже на русском языке постараюсь. Ну, все, на этом всего самого хорошего. Шадик ичкерих ирду. Слава Украине. Ам Израиль Хай. God bless the United States of America and Germany. Адикюэль Маш. Всего самого хорошего, друзья. До свидания.